серці дзвенить, як тебе не любити, затікарі очі, коли серце не хоче вже нікого більш любить, як про тебе не снити в ясні місячні ночі, коли серце не хоче за ніким вже більш тужить, і не знайти мені ні хвилини спокою, бо думками з тобою я і вдень, і вночі, як тебе не любити, затікарії очі, коли серце не хоче за ніким вже більш тужить. Тебе не любити, затікарії очі, коли серце не хоче за ніким вже більш тужить, як про тебе не снити в ясні місячні ночі, коли серце не хоче вже нікого більш любить. Салям алейкум, в эфире программа Джанлы Студио. И сегодня у нас в гостях украинская группа Ретрограй. Салям алейкум. Алейкум салям. Как настроение? Ой. Влюбленная. Почему? Музыка такая. Да, действительно, музыка у вас Меня очень замечательная. вдохновлен тоже нашей игрой и, конечно, в обществе таких замечательных и... Расскажите, почему ретро-музыка? Вообще, почему такой выбор? Почему вы решили играть такую музыку? Даже вот страшно представить, что мы большую часть своей жизни эту музыку не знали, не слушали. Страшно вообще вспомнить эти времена. Ретро-музыка – это музыка 30-х годов, Это украинская музыка. Первая половина 20 века была очень малоизвестна. Вот именно наследие украинских композиторов, которые в этот период писали, о нем умалчивалось. Вот. Ну, по каким причинам это разбираются историки. Вот. Но последние годы это все поднимается как бы на всеобщее обозрение, приносится слушателям, и все больше и больше открывается, и люди узнают, и это не может не нравиться. Да, кстати, редко где услышишь такую музыку. Расскажите, где вы ее впервые услышали? Это произошло во время одной из концертных поездок. Мы выступали в среде диаспоры украинской, и там как раз и звучали старые записи. То есть записи, которые были восстановлены со старых пластинок, и сложно даже было их найти в интернете, невозможно было найти в те времена еще. То есть это где-то мы услышали лет 5 назад, всего лишь. И для нас это было откровение. То есть и для украинцев сейчас, на данный момент, это тоже откровение? Ну, для многих, очень для многих. Люди слышат, и оказывается, что это в первый раз для них. И, конечно, музыка, она настолько глубокая, и вот как бы переживания, чувства в нее вложенные и переданные, они настолько цепляют, что ну, пройти мимо невозможно.
Ой, сосни, сходячи на гори, втомилися вони на висоті, а ти сказав, щоб краще бачить море, давай на скелі взберемось круті, і ми йдемо, рвемо гірські ромашки, радіємо блакитній далині, хоч дихати мені буває важко, та не спинюся я на крутизні, так близько я дивлюсь тобі у вічі, у них чаруючий великий світ, вони мене все вище й вище кличуть, під плавні злети ялинових квіт, де легко велетень орел шугає, де видно море райдужне ясне, то правда, хто любов у серці має, той всіх вершин у світі досягне. Так близько я дивлюсь тобі у вічі, у них чаруючий великий світ, вони мене все вище й вище кличуть, під плавні злети ялинових квіт, де легко велетень орел шугає, де видно море райдужне ясне, то правда, хто любов у серці має, та всіх вершин у світі досягне. Расскажите, произведения каких композиторов входят в вашу программу? Ну, большая часть – это наследие композитора и автора поэзии Богдана Василовского. Это львовский автор. В 30-е, начало 40-х годов во Львове случился как бы такой бум тогда современной для того, для того периода современной музыки. Там смесь джаз, танго, вальс, то есть такое как бы гремучая смесь популярных жанров. Подогрелось это все тем, что в то время очень много приехало музыкантов и целых коллективов из Польши. То есть это вот конец 30-х годов, и в связи вот с сложной предвоенной ситуацией очень многие уезжали и вот как раз сюда вот ближе в восточную часть, особенно вот когда произошел раздел Польши и наступила угроза репрессий по отношению там, к инакомыслящим и вообще, вот, допустим, по отношению к национальным меньшинствам, ну вот я имею в виду евреям, очень многие коллективы, они как бы были, ну вот музыканты из еврейской среды, они все эмигрировали на вот эту часть, которая отошла к Советскому Союзу. И центр культурный как раз оказался Львов, и в те годы случился бум, то есть очень много оркестров, музыкальных коллективов, вокальных, но это все было польское. И вот чтобы противопоставить, как бы предоставить альтернативу украинскую, начали появляться музыкальные коллективы, ну как бы местные. И очень популярным в том периоде был такой коллектив, называлась капелла Леонида Яблонского. Джазовая. Джаз, да, джаз-капелла Япцю еще называла.
У него был псевдоним Япцо, и вот джаз-капелла Япцо. И вот в этом коллективе как раз играл Веселовский, писал песни, играл тоже и пел. Вот, они были очень популярны в тот период. Очень во Львове. популярны. У них были гастроли по всей территории вот, ну, Советского Союза. И вот что интересно, что исторически и хронологически Леонид Утесов позже со своим джазом появился. Вот он как бы вдохновился вот этой джаз-капеллой и появился со своим творчеством, со своими песнями гораздо позже. Ну вот через несколько лет буквально. Вот, то есть они были первые и самые главные. Япцо, и потом джаз-банд большой, который Тео назывался Джаз. Тео Джаз. Вот, и еще позже появился Тео Джаз Леонида Утесова. Это позже, появился после вот этого львовского. Театрализованный джаз, сокращенно теаджаз. Это когда исполнение джазовой музыки сопровождалось еще такими театрализованными номерами, сценками. То есть это очень, ну, как бы по тем временам было новаторски и свежо и интересно. В краї моїм, де волошки синіють, влітку колишуться жита, де над ставками верби зеленіють, покинув я замріяне дівча, шукаю я тебе, моя кохана, прийди до мене, хоч би тільки у сні, нехай не мучить серцю моєм рана, приспи на мить тугу в моїй душі. Блукаю я, літа мої минають, рости дівчина, юна, молода, в думках даремно спомини блукають. Навіки ти, дівчина, не моя, шукаю я тебе, моя кохана, прийди до мене, хоч би тільки у сні, нехай не мучить серцю моєм рана, приспи на мить тугу в моїй душі.
Я знаю, что вы ездили в Америку, и там вы впервые услышали эту музыку, да? Расскажите о своих первых впечатлениях, об услышанном. Вот как возникла идея все-таки привезти, сохранить, потом с этим поделиться со своими друзьями? Да, действительно, во время одной из поездок у нас тогда был тур с Сергеем Фоменко. Это группа «Мандры». И мы ездили по разным городам. В одном из них познакомились с замечательным кинорежиссером Оля Онышко. У нее много фильмов, можете знакомиться, поискать в интернете. И вот она нам поставила как-то, ну так невзначай, послушать записи, и мы сразу оторопели. Это было потрясением и шоком. Настолько душевно, настолько проникновенно исполнялись песни вот этого периода, как раз о котором мы говорим. Но записи были современные. Начало 2000-х годов. Они их переписали? Альбома переписал, да, переписал такой певец Эрко. Эрко Северин Полидович. Он тоже уроженец Львова, но буквально в 2- или 3-летнем возрасте они эмигрировали, уехали из Львова, его семья покинула Львов, долго-долго ездили, и сейчас он живет в Нью-Йорке. Вот. И он помнит эти все песни, их поет очень классно, записывает с музыкантами, и вот мы услышали его альбомы, его диски, и это просто нас еще раз влюбила в эту музыку, и после этого мы не могли расстаться с этим звучанием, с этим голосом, с этим вообще материалом. Все дни, которые мы там находились, это у нас было где-то недели 2 в Вашингтоне, Филадельфии, и вот мы ездили с Олей, и в машине постоянно звучали эти диски. На тот момент это было где-то 5 или 6 альбомов, они постоянно крутились, то есть мы настолько в это погрузились, и когда вернулись в Киев, ну, то есть не могли расстаться. Мы поставили себе на рингтоны всех, которые были там. Вы влюбились в Да, эту да, музыку, да. до сих пор это чувство с И вами. просто поняли, что надо это, ну, как-то актуализировать здесь, чтобы люди слушали эти песни. Ну, понятно, мы рассказывали и о записях Эрка. Слушайте, парадокс. Нужно было поехать в Америку, чтобы Да, там услышать да, украинскую представляю, музыку, чтобы привезти ее в Украину и показать Хотя в людям. 2008 году Олег Скрипка, он сделал целый альбом Богдана Веселовского, но он сделал вот в том звучании, которое более кабарешное, более яркое, такое, как будто играет Диксиленд. То есть, а то, что услышали мы, оно нас покорило тем, что это было тихое, проникновенное такое прочтение. Ну да, такой своей глубиной и Да, какой-то такой неторопливое, не громкое и ну, фантастика просто. И еще нам вслед из Америки дали с собой песенники, которые они сами отпечатали с нотками, со словами, 3-томничек, вот, тиражом 1000 экземпляров, то есть это от сердца оторванные вот эти вот 3 Да, тома. есть люди-энтузиасты, которые вот самостоятельно выслушивают, по крупицам собирают из этих старых записей, которых на самом деле уже даже носители вот часто не на чем послушать. Вот, допустим, вот сегодня у нас граммофон, некоторые пластинки можно на нем слушать и записывать. Вот есть люди, которые расшифровывают и выпускают нотные сборники, но очень маленькими тиражами, потому что это, к сожалению, ну, как бы не получает должной поддержки. Вот, поэтому мы стараемся тоже эту тему всячески, ну, как бы поднимать, привлекать внимание, чтобы ну, как-то это распространялось, потому что материал очень, он очень глубокий и хороший.
çıkar güzel meydane Egri koymuş dalgasını kırdanım Akşam olsa çıkar güzel meydane Egri koymuş dalgasını kırdanım Böyle kaş böyle göz kimde var Al yanakta çifte benler kimde var Böyle kaş böyle göz kimde var Al yanakta çifte benler kimde var Benim yarım bu dünyada bir tane Ele gözlü al yanaklı merdanem Benim yarım bu dünyada bir tanem Ele gözlü al yanaklı merdanem Böyle kaş böyle göz kimde var Al yanakta çifte benler kimde var Böyle kaş böyle göz kimde var Al yanakta çifte benler kimde var Böyle kaş böyle göz kimde var Al yanakta çifte benler kimde var Böyle kaş böyle göz kimde var Al yanakta çifte benler kimde var А на сегодня все, дорогие друзья. Продолжение программы с участием группы «Ретроград» вы увидите уже совсем скоро. Оставайтесь с телеканалом АТР, слушайте хорошую музыку.